республике прошла неделя, посвященная Международному дню архивов. Архив – это не только порядок в документах, но и показатель того, что было сделано за годы существования организации. Так, специалисты Национального архива республики провели мастер-класс по подшивке и оформлению документов для делопроизводителей различных учреждений региона. Так или иначе, в любой компании есть архив. Одно дело, когда архивное хранение в организации структурировано, и совсем другое, когда документы хаотично разложены по шкафам и папкам. Фактически любая документация в любой организации может рассматриваться как пополнение архива. Однако перед началом оформления документов необходимо учесть все юридические тонкости. Нужно и важно, чтобы каждый человек на своем месте, делопроизводитель, руководитель этой организации правильно вели документацию. Для того, чтобы этот документ был полностью юридически и физически, скажем так, подготовлен для передачи на архивное хранение. Для чего это мы сегодня провели? Для организации, да? На самом деле сегодня у нас буквально получился такой вот немножко, скажем, даже ажиотаж. Пришли из 30 организаций более 40 человек. Мастер-класс для делопроизводителей состоял из 5 этапов, где архивариусы пошагово объяснили принцип оформления и последующего хранения документов. Такая процедура необходима, так как у некоторых специалистов возникают затруднения на том или ином этапе оформления бумаг. Затрудняются в составлении заголовков, и есть маленькие нюансы в составлении заголовков дела, и также расположение реквизитов и листа заверителя. Эффективно организованный архив организации обеспечит быстрый доступ ко всем документам учреждения и дает уверенность в том, что ни один документ не будет утерян. Например, в региональном управлении налоговой службы за один только год сдается на хранение несколько десятков дел. Недавно проходила сдача в архив, где-то постоянных мы сдали, получается, 30 дел, а временного хранения где-то 38 дел. Знания были получены очень полезные, я буду использовать это в дальнейшем в своей работе. Мне кажется, вот прошивка дрелью, она опасная немного. Может рука дрогнуть или что-нибудь такое. Архивное дело требует большого внимания и бережного отношения к документам и информации. Архивы есть в каждой организации и даже в каждой семье. А это значит, что правильная подготовка документов к их хранению – очень важное дело для формирования архивного фонда республики и России в целом. Смотрите, во всех метрических книгах, документах в первую очередь указывается сословная принадлежность человека. По программе Дня архива был проведен мастер-класс для создания родословной. Составить свое генеалогическое древо – очень долгая и кропотливая поисковая работа. На нее могут уйти месяцы и годы. Специалисты Национального архива рекомендуют начать работу с изучения семейного архива, поиск сохранившихся документов своих родных, фотографий и с ознакомлением имеющейся информации у других родственников. У нас документы по родословным есть разные источники, метрические книги, материалы переписи, ревизские сказки. Часть документов у нас есть в бумажном виде, можно смотреть в нашем читальном зале. Вот расскажу, как работать в читальном зале. Часть документов у нас есть в электронном виде. В программе можно работать удаленно, бесплатно. Ну вот как это работать, что у нас есть, мы расскажем нашим посетителям, ну и ответим на вопросы. На мастер-классе по составлению родословной присутствовало около 10 человек. Кто-то лишь загорелся идеей создания генеалогического древа, а кто-то уже не первый месяц ведет эту работу. Одной из них стала Рига Тимофеева, которая занимается своей родословной уже год. Благодаря данным, находящимся в Национальном архиве республики, она уже изучила своих предков до 1700-х годов. Рига Гаврилиевна убеждена, что знать своих предков – обязанность каждого человека. Конечно, стоит, потому что мы знаем бабушек. Раньше умирали рано. У меня папа был сиротой, от родителей тоже не получил сильно таких знаний, да? Но своих родственников он знал. У меня вот какая-то бабушка
была Нонна написана. И это было как-то интересно. Кроме имени Нонна у нее нету. Откуда она? Вышла за наших этих местных же, да, как говорится. Мне кажется, что она грузинка была. Каждый желающий может начать работу по поиску своих предков. Для этого им необходимо прийти и изучить данные в Национальном архиве или в онлайн-режиме на сайте АИС-ЛР. Составление генеалогического древа – отличная возможность узнать, откуда берет начало ваш род. Не обошлась неделя, посвященная Международному дню архивов без чествования деятелей Якутии. На фасаде Национального архива республики появилась памятная мемориальная доска советскому государственному общественно-политическому деятелю Якутии Исидору Барахову. В годы гражданской войны он занимал ключевые посты управления Якутией. И в 1922 году, 18 декабря, будучи председателем Якутского губревкома, подписал постановление об архивном фонде и управлении им. С этого момента отсчитывается основание Государственной архивной службы республики. В то время не было специализированного помещения для хранения документов. Архив находился в Градо-Якутской Богородицкой церкви. Затем все документы были переведены в Спасский монастырь. И только в 1974 году архив переехал в новое типовое здание. На открытии мемориальной доски присутствовали сотрудники Национального архива, общественность республики и земляки выдающегося деятеля Якутии. Этим постановлением он создал единый архивный фонд республики, куда входили архивные дела Якутского губернского архива и все документы, которые находятся в организациях, даже на стадии делопроизводства. Для управления этим архивным фондом он создал управление архивным делом. Странно даже представить, что в одном здании может храниться почти вся история жизни Якутии. А при правильном использовании архивных данных у каждого есть возможность узнать свою родословную как минимум до XIX века.